Попасть дальше, он гастролирует по городам нашей республики. Ну и сегодня он очень так гармонично вписался в наш вечер, поздравил вас, украсил нашу программу. А мы тем временем продолжаем наше чтение. И на сцене Мошкин Юрий, он же Темный Паладин, творческое объединение «Гвоздь и молот». Раз. Рад всех видеть, приветствую. Почитаем. У меня есть сборник стихотворений, который называется «Игра теней». Это про рыцарство, мечи рыцарей, паладины. Первое стихотворение «Взор». Пустые глазеницы взирают на мир холодной, могильной силой, и как на рентгене все тайные страхи людские подвластны ему. Пусть ваши наряды пестры, а слова виртуозно красивы, но зачастую мотивы и побуждения себя проявляют в обратном. Упорно скрываясь за мнимой добротой, пустыми делами и праздным весельем, вы словно забыли, что срок, отведенный любому, наступит. Да, символ, внушающий ужас на море и суше, известен давно. Но именно им, как щитом, огражден от лжи и соблазна. Ведь взгляд, прожигающий плоть и сознание, жатву начав со времен еще древних душ, не отступит. А я, став оружием презренного мщения, не семена буду в землю сажать, а кресты под пение грустных молитв. Следующее называется «Сомнение». Рвут на клочья изнутри мою душу сомнения. В каждом деле, слове и взгляде всюду они. Все твердят, ошибешься, оступишься, свалишься с дерева, и не результатом, а поминанием вспыхнут огни. Белоснежный доспех покрылся черной ржавчиной. Я отринул веру, но меч не убрал. Плащ, пропитанный кровью, стал алым презрением. За добро в этом мире в спину удар. Наречен паладином, воином света и чести, но отныне темный путь, горечь потерь. Храм разрушен мной до основания, к людям нету доверия. Без сожаления с ложью начну бесконечный бой. Пусть терзают плоть страхи, а разум тревог до рождения. Пусть оружие песню в пляске смерти поет, в загнивающем идоле золоченное преклонение мне противно. Но карой возмездия мой удар свою жертву сквозь любые преграды найдет. Спасибо. Следующее — мракобесие. Мракобесие ваших мыслей порождает существ мне на расправу. Соки, выжимки вашей глупости растискаются смрадной заразою. Сколь наивны все ваши кривляния и ухмылки под масками добродетели, а работа моя только начата. Истребление источников безобразия. Не устанет рука резать погонь под покровом ночи, упиваясь азартом, выжигать каленым железом болезней только в радость для мастера мщения. Инструменты мои, как врачебные скальпели, с хирургической точностью звук обращают в молчание. Не пытайтесь бежать, ведь от тени не скроются мерзких сущностей желания гнойные. Шлем надежно меня защитит от противных воплей и сладких речей, а доспех прочнее бомбоубежищ, в которых вы, как крысы, попрятались, но поверьте, я всех уничтожу исчадий и очищу землю кострами святой инквизиции. Я клянусь луною и солнцем, да той силой, что сделала меня паладином. Спасибо. Юрий Мошкин остается на сцене, а к нему присоединяется Маяк Митюнин, человек, который сегодня первым вышел на эту сцену и открыл ее стихотворением Есенина. Ну, а сейчас новая подача стихотворений на двоих «Ярость клинка». Ярость клинка не знает пощады, косит пшеницу человеческих судеб. Старый
или млад, нет никакой разницы, кто кого любит, а кто кого судит. Колыбель жизни и смерти спирально издробит горы, иссушит воды. Не думай, что память фундаментальна. Темные тени сотрут хвалебные оды. То, что было опорой, надломится. Там, где высился крест, ныне круг. Из-за ничего обязательно что-нибудь сложится под часов секундно-ритмичный стук. Наша вера давно уже манипуляция. Со времен храмовников в древней игре теней, лязги, искры, различных систем деформация, в хаос исторгающая осиротевших детей. Вырастают они в сердцах одичавшие, проклиная каждый что-то свое. От унижения и слепого заклания уставшие изучают убийц ремесло. А потом Ярость клинка не знает пощады. косит пшеницу человеческих судеб. Старый или млад, нет никакой разницы, кто кого любит, а кто кого судит. Спасибо.